мы прославляем событие, произошедшее через 3 года после Рождества Пресвятой Владычицы нашей, Богородицы и Преснодевы Марии. Праздником Рождества Пресвятой Богородицы открывается церковный год, ибо рождение Матери Божией является началом нашего спасения. А вот сегодняшний праздник нам указывает, как мы должны жить, чтобы достичь Царства Небесного. Когда через 3 года после дарования им Пречистой Девы, ее родители, святые Иоаким и Анна, пообещали данному им Богу, отвели ее в Иерусалимский храм, то там произошло знаменательное событие. 3-летняя троковица сама, без посторонней помощи, поднялась по высоким ступеням храма. Поэтому в церковном уставе этот праздник называется не введение во храм Пресвятой Богородицы, а вход во храм Пресвятой Богородицы. И вот уже там, на ступенях храма, ее встретил первосвященник. И как повествует нам об этом предание и церковные песнопения, он совершил нечто совершенно необычное. Видимо, водимый Духом Святым, в каком-то, я бы сказал, духовном исступлении, он ввел Пречистую Деву во святое святых. Это место совершенно недоступное для обычного человека. Там, где находился когда-то ковчег Завета, а в нем ставна, то есть сосуд с манной, которым питались иудеи во время 40-летнего странствования, скрижали, полученные Моисеем на горе Синай, на коих были начертаны 10 заповедей, данные Богом избранному народу, и жезл Аарона, брата Моисея, первого первосвященника ветхозаветной религии. Жезл, который чудесным образом расцвел, то есть дал ростки и даже цветы во знаменование избранности святого Аарона и его потомков для служения Богу. И вот этот ковчег когда-то находился во святом святых, в этом месте, где незримо пребывала слава Божия. Потом, после Вавилонского пленения, ковчег Завета исчез. Неизвестно, где он находится до ныне. И уже когда был построен второй Иерусалимский храм, куда и была введена Пречистая Дева, в святом святых ничего не было. И именно туда была введена та, которая впоследствии стала новым ковчегом Завета, вместившим в себя уже не какие-то бездушные вещи, служившие знаками и символами, а самое пречистое Слово, самого Бога Слова, Сына Божия, который родился от Святой Девы и послужил спасению всего человеческого рода, был именно тем семенем, на которое указал Господь Бог падшему Адаму, семенем, которое стерло главу змея, то есть дьявола. И вот, приготовляясь к этому великому служению,
Пречистая Дева пребывала в храме. При храме были особые помещения, где жили вдовицы, девственницы, назареи, те, кто посвятил себя служению Богу. Все эти годы, в течение 12 лет, Пресвятая Богородица, будущая Матерь Божия, занималась молитвой, богомыслием, чтением Священного Писания и рукоделием, то есть трудом. Она пребывала в том состоянии, в котором каждый из нас должен проходить свою земную жизнь, чтобы подготовить себя к Царству Божьему. Мы всю свою жизнь должны освящать молитвой. Ум наш должен быть занят вещами небесными, божественными. И чтением Священного Писания. А тело наше и душа наша должны пребывать в труде, полезном для наших ближних и для нас самих, чтобы мы никому не были обузой. И вот этот образ жизни очень простой и очень правильный образ жизни. Я бы сказал, полезный не только для духовной, душевной жизни человека, но и для его тела. Этот образ жизни ведет нас к Царству Божьему. Когда-то в древности монахи, последователи святого Венедикта Нурсийского, начертали девиз, ставший их правилом жизни. «Ора et labora» – «молись и трудись». И вот этот девиз должен быть девизом каждого христианина. Мы всегда имеем возможность для молитвы. Некоторые люди смущаются. А как же вот я буду молиться, если у меня большая семья, или у меня неверующий муж, или родственники неверующие, и я даже, может быть, не могу и икону где-то держать. Некоторые жалуются, что такие у них бывают жестокосердные родственники, что их иконы даже выбрасывают. Как же мне молиться? Молиться можно везде, во всяком месте, во всякое время. Главное, чтобы совесть и сердце наше были чисты от всякой скверны. Конечно, если мы пребываем во грехе, в злобе, в ненависти, в каких-то страстных помыслах, то нам очень трудно молиться. А все внешнее нам не препятствует нисколько молитве, потому что молитва есть делание духовное, внутреннее, умное. Можно готовить обед и молиться, можно ехать за рулем автомобиля и молиться, можно работать на станке и молиться, нести двор и молиться. Можно делать любую работу и совмещать ее с молитвой. Господь Иисус Христос говорит, что не поступайте как фарисеи, лицемеры, которые на перекрестках улиц молятся, чтобы показаться благочестивыми людьми. А ты, когда хочешь помолиться, затворись в келье своей и там вознеси тайную молитву Богу. И Бог, видящий тайное, воздаст тебе явно. Так вот, такой кельей нашей, в которой мы всегда можем затвориться и вознести молитву Богу, является наше сердце. И никто нам не помешает уединиться в нашем сердце вместе с Богом и там собеседоваться и пребывать в богомыслии. Но, конечно же, в жизни нужно уделять время и для чтения Священного Писания, и для какой-то
более сосредоточенной молитвой, когда ничто, даже труд не отвлекает нас. Но тем не менее, ничто не препятствует нам молиться. Мы знаем, что великие подвижники древности молились даже во сне не прерывалась их молитва, потому что спало, отдыхало их тело, а ум, дух их бодрствовал и пребывал в богомыслии. И труд, конечно же, является необходимым для всех нас. Труд может быть разный, может быть физический, может быть интеллектуальный труд. Но каждый человек должен трудиться, чтобы не быть обузой окружающим людям. И вот если так мы будем подражать Пресвятой Деве, нашей Владычице, Богородице, Преснодеве Марии, тогда и нас Господь ведет во святая святых. Тогда и мы станем причастниками Божией благодати, как ей стала причастницей Пречистая Дева, чего это сподобит она нас своим предстательством пред ее Божественным Сыном, Господом нашим Иисусом Христом. Поздравляю вас сегодня, дорогие братья и сестры, с праздником причастников, с принятием святых Христовых тайн.